Впечатляющая красота величественных гор, реки и водопады, богатая живая природа и многовековые исторические памятники. На площади больше 40 тысяч гектаров расположился уникальный природный комплекс – Североостинский заповедник. Его история насчитывает 65 лет. Территория была выбрана в горах, на боковом и частично скалистом хребтах. 2 года назад, как в состав, не в состав, а были объединены 2 федеральные особо охраняемые природные территории. Это заповедник Северо-Осетинский и национальный парк Алания. Ну и, естественно, федеральный ландшафтный заказник Цейский. Образовалась огромная территория, которая охватывает верховье Дегорское ущелье, Уруха, верховье Ардона и его правого притока Феогдона. Больше 60 видов млекопитающих, свыше 200 разновидностей птиц и порядка 1500 растений. Такое разнообразие природы связано с длительной геологической историей местности и географическими условиями. В природном комплексе насчитывается несколько десятков редких видов растений и животных, которые являются особо ценными объектами. Например, тис – ягодные, вечно зеленые растения, реликт третичного периода, хмелеграб, наши редкие эндемики, колокольчик ардонский, колокольчик осетинский, колокольчик кадаргованский, сонгутинский. Наши ботаники даже описали впервые для науки несколько видов колокольчиков. За годы существования значительно менялась фауна заповедной территории. Животные Североостинского заповедника в основном горные млекопитающие. У нас есть обычная такая равнинная, скажем, российская фауна. Это косуля, это кабан, это заяц, русак, вот что-то такое. Кроме того, у нас есть переднеазиатская фауна. Это сейчас очень популярный зверь, это леопард, это шакал, это кеклик, например, такая горная куропаточка, которая в солнечных местах живет. И есть аборигенные, это в основном высокогорные виды. Это тур прежде всего, конечно, это серна, это кавказский улар, это кавказский тетель. Изменения вообще происходили, потому что, например, до середины 80-х годов у нас не было шакала, в горах не было ни кабана, ни косули. Вот с 80-х годов началось вселение вот этих видов в горы. Самостоятельно там человек никакой роли не играл. В конце 80-х в Северной Осетии из-за браконьерства значительно сократилась популяция зубра. С 2010-го их стали восстанавливать. Сегодня на территории заповедника более 100 особей. Леопард был истреблен где-то в начале тоже 20 века. Началось это все и закончилось в середине 20 века. Когда появились новые средства дистанционного наблюдения, такие как тепловизоры, такие как, скажем, средства охраны различных объектов, например, ГЭС, да? Гизельдонской, Зарамакской, оказалось, что действительно леопарды заходят на территорию России, предположительно из Ирана и Закавказья. В 2016 году началась программа восстановления леопарда на Кавказе. В Осетии первый завоз был в 2018 году. Вот с тех пор у нас выпустили 8 штук. Последний выпуск был летом 23 года. Задача заповедника – сберечь природное историко-культурное наследие горной части Северной Осетии. Незаконная охота, вырубка лесов, стихийные свалки, самовольное строительство. Охрана заповедника оперативно выявляет все нарушения. Мы регулярно, ежедневно выходим на участки. За каждым участком закреплен инспектор, государственный инспектор. Мы ежедневно проводим автопатрулирование, групповые выходы, пешее патрулирование, автопатрулирование. И бывает так, что мы регулярно задерживаем и нарушителей. Недавно был Новый год, у нас был усиленный режим охраны территории от порубки сосновых насаждений. И
Днем и ночью группы дежурили, патрулировали. Вместе с заповедником развивается и туризм на его территории. Многообразие маршрутов с каждым годом привлекает все больше гостей. Сохранить заповедную территорию в первозданном виде, при этом учесть интересы туристов – большая ответственность. Работы у команды специалистов много, но результаты говорят сами за себя. С момента создания заповедника на его территории начались исследования. Результатом стали больше 1000 научных статей. При участии специалистов заповедника были составлены первое и второе издание Красной книги Республики. А уже в марте свои двери откроет обновленный музей, где можно будет познакомиться с флорой и фауной, окунуться в мир прошлого. Алина Хасаева, Михаил Безуглов, Давид Костанов, 15 регион.